Прямо сейчас в Республиканском медиацентре проходит пресс-конференция министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирины Высоких. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию. Рада, что вас действительно сегодня так много. Постараемся сегодня с вами обсудить все факты, которые были выявлены на прокурорской проверке. Подобная пресс-конференция Министерства предпринимательства, я думаю, что и остальных министерств нашей республики проводится впервые. Но я надеюсь, что мои коллеги последуют моему примеру, потому что открытость – это, наверное, основа взаимодействия государства и общества. Наше министерство максимально плотно сотрудничает со всеми СМИ, вне зависимости от того, государственные они или независимые. Такую установку, скажем так, получили все абсолютно сотрудники моего министерства. Поэтому, если в будущем у кого-то из вас возникнут проблемы с тем, что вам не предоставляют информацию или не предоставляют ее в полном объеме, вы знаете, как на меня выйти, я достаточно открыта в соцсетях, и подобные случаи будут сразу же пресекаться. Разрешите, наверное, перейти, собственно, к тому, ради чего мы сегодня с вами собрались. С вашего позволения, я иногда буду смотреть в представление прокуратуры, чтобы не исказить факты каким-то образом. Вообще, проверка прокуратуры у нас была завершена в декабре прошлого года. Проверке прокуратуры мы максимально содействовали, всю информацию предоставляли. Наверное, поэтому в том числе она получилась достаточно результативной, хотя результаты печальные. Прокуратурой Якутии были выявлены нарушения по предоставлению сроков отчетности частными партнерами при реализации инвестиционных проектов. Напомню, в 2017 году и в первом полугодии 2018 года ответственным исполнителем госпрограммы развития ГЧП и реализации долгосрочных инвестпроектов определено Министерство инвестиционного развития предпринимательства, правопреемником которого сейчас мы являемся. В ходе проверки установлено, что Мининвестом не обеспечено надлежащее исполнение функций ответственного исполнителя программы о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Так, в 2017 году Министерством не проведены проверки объектов частных партнеров в Мегино-Кангаласском районе, это село Тюнгюлю, и в городе Ленске. Общий объем инвестиций, направленный из госбюджета частным партнерам, составляет по селу Тюнгюлю 25 миллионов 516 тысяч рублей, по Ленску 76 миллионов 435 тысяч рублей. С выявленными нарушениями Министерство предпринимательства абсолютно согласно. Министерство предпринимательства, торговли и туризма является правопреемником, как я уже сказала, однако работники реорганизованного министерства, многие уволились еще до завершения процесса реорганизации. В связи с этим мы не можем их привлечь к дисциплинарной ответственности, как вы понимаете. Но, тем не менее, в Министерстве предпринимательства начата внутренняя проверка по установлению персональной ответственности сотрудников ведомства, которые уволились из государственной гражданской службы или перевелись в другие органы исполнительной власти. Данную проверку мы планируем завершить до 15 февраля. И, я думаю, что мы тоже эту информацию вам позже предоставим. Проверкой выявлены также нарушения бюджетного законодательства при исполнении Мининвестом Республики Саха-Якутия в части госпрограммы развития предпринимательства в Республике Саха-Якутия на 2012-2019 годы. Например, были направлены субсидии администрациям муниципальных образований, не отвечающим критериям отбора. Проверкой прокуратуры установлено, что администрациями Алекминского района и Амгинского района заявка на участие в конкурсе по строительству бизнес-инкубаторов не представлен полный пакет документов. Нарушались и сроки предоставления отчетов. В частности, администрациями Амгинского и Алекминского районов ежегодные отчеты об использовании субсидий к требуемому сроку вообще не были представлены. По вышеуказанным нарушениям сообщаем, что создание бизнес-инкубаторов в Амгинском и Алекминском районах было начато в 2016 году на конкурсной основе. При этом условия конкурса 2017 года были аналогичны условиям конкурса 2016 года. Ответственными должностными лицами за проведение конкурса из инвеста от администрации Амгинского и Алекминского районов копии отдельных документов
ну, об утверждении ПСД и сводные сметные расчеты и так далее, не запрашивались вообще. В пакет конкурсных документов были просто включены те документы, которые они готовили к конкурсу 2016 года. То есть они не проверяли на их актуальность, они просто взяли готовый пакет 2016 года и представили его на конкурсную комиссию 2017. Министерство с выявленными нарушениями также согласно. Однако в настоящее время работники реорганизованного министерства результатом ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, которые и явились вышеуказанные нарушения, уволены. Некоторые из них вообще покинули территорию Российской Федерации. В отношении них в министерстве также ведется внутренняя проверка, которая определит степень ответственности каждого, кто допустил халатность в работе. В настоящее время издан приказ о назначении ответственных работников министерства, в чьи обязанности входит контроль и проверка полученных отчетов от администрации муниципальных районов об использовании субсидий по программе, направленных на создание бизнес-инкубаторов. Отмечу, что в Министерстве предпринимательства, торговли и туризма впредь никто не будет закрывать глаза на такие нарушения. Мы будем сразу ставить в известность общественность. Ну, я кратко еще остановлюсь на проверке по госпрограмме Республики Саха-Якутия развития внутреннего и въездного туризма на территории Саха-Якутия на 2012-2019 годы. Отчеты 9 муниципальных районов республики об использовании субсидий на создание туристских комплексов на территории перспективных туристско-рекреационных кластеров Республики Саха-Якутия. Я прошу прощения, можно я на секунду удалюсь? Меня немного закололо сердце. Я выпью таблетку и вернусь сразу к вам. С утра сегодня у меня это началось. Так, уважаемые коллеги, после выступления Ирины Сергеевны мы начнем ответы на вопросы. И просьба в связи с тем, что у нас идет прямая трансляция на порталах Якутского Саха-информационного агентства, а также на телеканале Якутия-24, вопросы задавать только в микрофон, чтобы вас было слышно и нашим зрителям. Спасибо. Это была часть прямой трансляции министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирины Высоких. Оставайтесь с нами. Своевременно. Ну и ладно. То есть на это закрывались глаза. Не выезжали на объекты, не смотрели, как строились эти объекты. Это касается и инкубаторов, и тех объектов, которые строились по программе ГЧП. Это касается и тех объектов туристско-рекреационных зон. То есть никто толком это все не контролировал. В связи с этим и выявлялись у нас такие нарушения, о которых сказано в прокурорской проверке, в представлении нашем. Мы со всеми этими нарушениями согласны, и мне очень жаль, что закон так устроен, да, что если человек уволился, дисциплинарную ответственность он уже не несет. По нецелевому расходованию средств мы можем подать в правоохранительные органы информацию, и мы будем это делать по статье 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, по статье халатность. Здесь мы можем это сделать, потому что там конкретно шло уже не целевое расходование бюджетных денег. Там нужно деньги эти, естественно, возвращать, и лица, которые допустили это, должны быть, конечно, наказаны. Коротко все, то есть этих прецедентов у нас очень много в представлении, с каждым отдельно мы будем разбираться, и наша цель, конечно, не допустить такого, чтобы деньги, тем более вот в программе развития туризма, это более миллиарда, не то что не контролировались, а допускали факты нецелевого расхода. По прокуратуре я готова ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, коллеги, подходите к микрофону и ждем ваши вопросы. Миллион 456 тысяч 285 рублей. Это Верхоянский район, поселок Батагай. Здравствуйте, сетевое издание «Саха-Лайф». Я вот хотел спросить по поводу скандала со взяткой. А как вы относитесь к таким заголовкам в газетах «Ира стуканула»? Труд журналиста тяжел, и некоторые, конечно, используют свое служебное положение не только будучи чиновником. Я отношусь к этому
мне неприятно. Я не скажу, что мне приятно читать такие заголовки, да, я бы, наверное, покривила душой, если бы я так заявила. Но если меня спросить, могла ли я поступить по-другому, или если бы это все вернуть, поступила я по-другому, нет, точно нет. Я считаю, что люди, которые занимают такие должности, да, получают зарплату из бюджета, не должны относиться к своим компаниям как к своему личному бизнесу. Ага, спасибо. Об этом говорит моя должностная инструкция, об этом говорит антикоррупционный закон, об этом говорит кодекс этики. О какой сумме речь? Я подписала 22 января документ о неразглашении деталей в интересах следствия. Я не просто нарушу тогда опять же сама закон, если я начну об этом говорить. Я думаю, что дело дойдет до суда, и вы скоро сами все узнаете. Я вообще в совокупности могу сказать, что суммы, которые проходили через якутскую ярмарку, достаточно серьезные. Я думаю, что вы сами это видите, если посмотрите отчетные документы. Ну, во-первых, я очень много тогда не могла говорить. И, наверное, бы я и не говорила, если бы мне изначально еще, когда шел вообще процесс, как бы, когда его задержали, мне не начали говорить, что ты зря это все сделала, что человек из очень влиятельной семьи, что у него дедушка прокурор, что у него мама много лет работала в прокуратуре, и что ты за это ответишь, в том числе и физически. И до сих пор сегодня буквально мне поступило несколько обращений недвусмысленных, что такие прецеденты никому не нужны, что сейчас за тобой все начнут повторять, и вообще все коррупционные схемы других чиновников посыпятся. Коллеги, пожалуйста, в микрофон задавайте вопросы. Настоятельно вас прошу. Речь шла о том, что были применены спецсредства ФСБ. Вот на вас прям микрофон вешали, да? Как это вообще Я не происходит? могу разглашать в интересах следствия. Коллеги, дождитесь суда, вы все сами узнаете. Вы же знаете, что работала ФСБ. Видите, мне тоже очень аккуратно сейчас нужно отвечать, потому что адвокат той стороны, он может использовать сейчас любое слово против меня. Поэтому не один день это происходило, могу сказать точно. Не один день. А сколько было встреч проведено, Ирина Сергеевна, интернет-газета «Википедия» Елена Тихонова? И какой период у вас действительно шли переговоры? Если вы проводите брифинг, наверное, нужно как-то... У нас брифинг не посвящен на сегодняшний день той истории, которая произошла в выходные. У нас брифинг Я понимаю, что эта тема гораздо интереснее, чем прокурорская проверка, но я бы хотела, чтобы вы ее осветили тоже, потому что я считаю, что факты, которые были представлены мной по прокурорской проверке, они тоже вопиющие. На самом деле, я очень хочу, чтобы они не повторялись в моем министерстве, чтобы люди меня услышали, в том же числе и через вас, что это будет пресекаться на корню сразу, а не потом, когда придет прокурор и все это выявит. Хорошо, что еще было выявлено, потому что мы сотрудничали с прокуратурой, все документы им предоставляли. Я сомневаюсь, что ранее это было бы сделано. Смотрите, когда выделяются бюджетные деньги на какой-либо объект, он должен контролироваться. То есть это установлено программой, то есть должны своевременно предоставляться отчеты. Эти отчеты должны мониториться, выявляться любые сроки нарушения строительства, например, какого-то объекта. Допустим, факт нецелевого расхода могли бы выявить сразу на начальном этапе, кому были направлены средства, да, что там вообще происходит, что там строится, в том ли месте это строится. То есть там должны были построить объект в Киселяхе, да, а построили их вообще в Батагае. То есть если бы кто-то из министерства соизволил выполнить свои должностные обязанности, выехать туда, посмотреть, то мы сразу бы это все пресекли. Но этого никто не сделал. Ни в этом случае, ни в остальных. Многие сотрудники говорят, что они выходили на руководство министерства и даже просили командировать их. Но этого не было сделано.
Может быть, конечно, они себя обеляют. И еще вопрос по прокурорской проверке. Как прокуратура оценила ситуацию с северной мозаикой? И какое вы видите развитие ситуации? Ведь это огромные деньги вбуханы в пустоту. Ну, согласна на самом деле. Я считаю, что многие же, кто брал льготные кредиты, они их вернули непосредственно в фонд, да, вот Татьяна Георгиевна Калмыцина здесь присутствует, я как раз я ожидала вопросы по северной мозаике, я думаю, что она это подтвердит. А по некоторым у нас сейчас идет судебное разбирательство, то есть мы эти деньги будем возвращать. Ну, это речь идет о тех 5-миллионных льготных кредитах, которые выдавались там, плюс-минус там по 5 миллионов выдавались. А по факту сейчас там работает только веревочный парк. То есть те люди, которые брали эти деньги, да, они не утверждаю это, но они вполне могли просто их взять для того, чтобы обернуть их в другом бизнесе и, воспользовавшись льготным кредитом, вернуть их в фонд. А судьба объекта какова, на ваш взгляд? На сегодняшний день там вся инфраструктура создана. Мне на самом деле непонятно, почему с начала 2018 года активно не работали с бизнесом. Потому что уже можно было рассылать предложения, приглашать работать, потому что если раньше еще могли какие-то опасения возникнуть у предпринимателей, а будет ли там все достроено, то на сегодняшний день там очень серьезная инфраструктура, то есть там пруд-накопитель, там дизельные генераторы, там в принципе одними генераторами можно на 203 микрорайон такой мощности хватает, чтобы обеспечивать работу целого микрорайона. Поэтому любой бизнес там вполне реально сейчас организовать. И у нас проводится сейчас аналитическая работа по бизнес-планам, они у нас активно поступают, потому что мы начали приглашать туда бизнес. Ранее этого не было сделано. Это тоже неэффективная работа. Тимофей Ефремов, Якутия-Инфо. На ваш взгляд, Ирина Сергеевна, предшествующие министры могли за эту ситуацию наблюдать, понимать и как-то ее предотвратить? Или же они могли быть не в курсе? Ну, я на самом деле работаю с середины октября 2018 года, я почему-то в курсе. То есть это говорит о том, что к ним есть вопросы, их тоже следует привлечь к этому? Я довольно плотно работала с Екатериной Ивановной Кармелицыной, да, и я не могу сказать, что она как-то халатно проявляла там отношение к своей работе. Она, наоборот, всегда была в курсе всех событий, абсолютно, да. Она сама лично много раз посещала объекты, смотрела, как они строятся, там, да. К ней вопросов у меня абсолютно никаких нет, и она мне оставила очень сильную команду. Я ее за это благодарю, потому что ни одного руководителя подведомственных учреждений я не уволила, и даже мысли у меня такой не было, потому что это люди очень надежные, они знают свою работу, и они хорошо ее делают. Ну тогда конкретно за кем числится нарушение? Ну, за все несет всегда руководитель. За любые несоответствия в выполнении своих служебных обязанностей на сегодняшний день буду нести ответственность я. А основные нарушения распространены на 17-18 год. То есть к Антону Сафронову тогда вопросы есть? Есть вопросы. Мы еще раз повторяю, по статье 293 УК РФ сейчас собираем документы, чтобы заявить правоохранительные органы по статье халатность, потому что халатность была проявлена. Может быть, Антон Александрович давал такие поручения, мы же об этом не знаем, мы это можем получить только после нашей внутренней проверки. Может быть, он давал поручения, они не исполнялись. Но сотрудники говорят, что ситуация была абсолютно наоборот. То есть они хотели выезжать, а их не отправляли в эти командировки. А его нахождение за границей, оно будет препятствовать этому? Ну, Привлечение его к ответственности? я думаю, что, скорее всего, да. Ну, я была бы очень рада, если бы он вернулся. Олег Желнин, точка взаимодействия. Вы здесь говорите об неэффективности работы целого министерства. У нас, знаете, не детский сад, мне очень интересно, да, в детском садике можно говорить неэффективность работы, даже детей. Меня интересует другое. Какой конкретно нанесен урон экономике предпринимательского, ну, не знаю, в части Министерства предпринимательства и туризма, по каким районам, и что это, к чему приведет вот этот урон
на сегодняшний день и какие проблемы уже сейчас вы будете решать, вынуждены будете решать из-за этой создавшейся ситуации? Спасибо за вопрос. Я уже сейчас конкретно как руководитель министерства, да, и вся отрасль, например, туризма несет большой урон. У нас в бюджете на развитие туристической сферы выделено 0 рублей. Как раз поэтому, потому что когда был выделено более миллиарда по программе развития туризма, произошло то, что произошло. У нас мозаика толком не работает, у нас в 9 муниципальных районах вообще не абсолютно, не то что недолжным образом, да, а как-то кощунственно отнеслись к бюджетным деньгам, да, где-то их просто вообще направили на другие цели. Поэтому с турсообществом мы сейчас плотно работаем, они ситуацию понимают, они, все предприниматели мне очень помогают, содействуют. Мы вместе сейчас разрабатываем концепцию развития туризма. Мы на сегодняшний день защитили на уровне заместителя председателя правительства перечень механизмов развития туристической отрасли. Нам пообещали дать на это финансирование. И плюс ко всему мы плотно выстраиваем сейчас работу с туризмом и пытаемся привлечь федеральные деньги на ФЦП, в частности по ФЦП по Эмикону. То есть сейчас мы работаем без денег абсолютно. И я не могу сказать, что это неправильно, дайте мне сейчас денег, я буду лучше, я буду работать эффективнее. Нет. Сначала мы должны доказать, наша команда обязана доказать, что мы способны работать... Не то, что, ну да, на самом деле многие вещи можно сделать просто путем тех ресурсов, которые у нас есть. Что мешало раньше подключить и сделать хорошее освещение наших турпроектов? У нас для этого есть все. Мы на Днях Дальнего Востока очень эффективно пристроились с Министерством внешних связей и сделали классную стратегическую сессию. Пригласили туда всех туроператоров, которых только смогли. Пригласили туда Ростуризм. Познакомили Ростуризм с нашими туроператорами. У нас глава Эмикона попал на очень такое весомое совещание, которое проходило у наших федеральных коллег, после чего как раз заметили эти все объекты и сами предложили, говорят, поучаствуйте в ФЦП, мы вас поддержим. То есть можно многое делать и без денег на самом деле. Только вы учитесь работать без денег или все министры? Ну, у нас вообще... Да, ну, во-первых, да, я сама больше 11 лет была предпринимателем. Начинала я тоже когда-то без денег, абсолютно. И во многом, кстати, благодаря тем мерам поддержки, которые были тогда созданы, я же меньше года проработала и попала в бизнес-инкубатор. То есть абсолютно без связей, то есть никто у меня тогда не просил ни денег, там, да, ни каких-то других плюшек, да, скажем так. Все, я попала в инкубатор и получила тогда возможность выхода на крупные компании, получила возможность участвовать в различных круглых столах и начала налаживать деловые связи, и мой бизнес как бы начал развиваться. Поэтому без денег тоже можно сделать, просто не все готовы проявлять здесь свою инициативу. Мы это делаем, команда перестроилась на самом деле. Команда стала более клиентоориентированной. Им было очень сложно. Первое время из моей приемной выгоняли предпринимателей, говорили, вы что, министр занят, посмотрите на ее график. То есть сейчас этого нет, сейчас спокойно записывают и на субботу, и на воскресенье, чтобы у меня шел прием граждан всю неделю, поэтому сами принимают активно, без записи. Если пришел предприниматель, он сразу попадает в какой-то из курирующих отделов и с ними работают. Держимся, держимся. Доброе утро. Доброе. Ваши любимые газеты «Жизнь Якутска», «Московский комсомолец», Очень «Криминальная рада. Якутия». Ну, я заметил. Ну, кстати, без денег вы начинали, вы очень красиво все это говорите, но об этом выходили материалы, как мы помним, на ИКТРУ, том же, как насильно заставляли устанавливать ваши программы уникальные. Например? Предпринимателей. Ну, это можно поднять, и в интернете все это есть. Ладно, вопрос о другом. Значит, наш большой друг и ваш тоже, господин Членов вечный, значит, прокомментировал скандал, да? Вы, наверное, читали его комментарии, есть, да? Да, конечно. Здесь есть ряд моментов, которые хотелось бы, чтобы вы прокомментировали, потому что они касаются министерства. Да, да. Первое, значит, что сказал господин Членов сайту Сахадей, журналисту Аиде Ивановой, да?
Значит, во-первых, он говорит, что вообще ситуация с этой вымогательством, вот этими предложениями, там, ну, взяток, вот это очень странное, да? Он считает, что это как гром среди ясного неба. Мрачно и горестно он говорит все это. И вот он приводит такой пример. Не видит никакой необходимости в логике в действиях господина Федорова. Почему? Потому что он говорит, что все эти туристические объекты, дом рыбака и прочие, официально предлагалось передать им. То есть не было никакой вот подоплеки, они вам якобы предлагали все эти объекты передать ярмарке официально. Это вот слова Членова. Также, значит, он считает, что Саха, Экспо, Мамонт и вот Якутская ярмарка, они не нуждались в каких-то поддержках, преференциях, у них очень большой оборот, денег у них хватает. Абсолютно. Вот. И, значит, вот эти слова по поводу того, что прошу прокомментировать. И, значит, сейчас Членов тоже удивил, что господин Федоров вообще-то, значит, сейчас занимается подготовкой к выставке в Японии. Значит, они там уже работают или что-то делают, да? Насколько это все состоится, потому что, я так понимаю, если уголовное дело, то выезд за границу запрещают, еще что-то. Как-то в этом вопросе что будет сейчас? Спасибо. Ну, начнем по порядку. Спасибо за вопрос, на самом деле. Буду рада его прокомментировать. Да, действительно, предлагалась передача этих туробъектов. Но предлагалась она Владимиром Михайловичем Членовым. Все. Я не считаю, что Владимир Михайлович Членов тот человек, который может как-то повлиять на Министерство предпринимательства и так далее, и вообще имеет право какое-то лоббировать интересы якутской ярмарки. Это для начала. Ну, коли он так заявляет это, да. По второму моменту. Касательно того, что он там может выехать, там, да, не может выехать, Федоров, да, ну, я сомневаюсь, что он куда-то поедет, потому что у него заведено уголовное дело. То есть то, что он не был там, то, что он сейчас не находится под арестом, не говорит о том, что дело прекратили. Дело заведено, проводятся следственные мероприятия. Поэтому, если он поедет в Японию, я буду очень удивлена. Еще какой-то был вопрос, Юрий Владимирович, по-моему, да? А вы как работаете по этой ярмарке, вот, выставке, которая в Японии будет? Выставками занимается Министерство внешних связей на сегодняшний день, да? Ирина Сергеевна, все-таки какая сумма неэффективного или нецелевого использования? Миллиард сказали, а вот сколько измерили? А может быть 5 миллионов там, в рамках ставки больше разговора? Ну, смотрите, есть такое понятие, как упущенная экономическая выгода. Если деньги направляются на те объекты, которые не приносят никакого эффекта, а просто строятся ради того, чтобы они строились, да, чтобы было, я считаю, что это упущение. На сегодняшний день из тех объектов, которые были построены, ну, единицы, наверное, приносят какой-то экономический эффект. Ну, Мозаика, например, была построена очень давно, экономического эффекта мы пока от нее там особо не получаем. Работает только один веревочный парк. Они это все, я думаю, сами огласят, потому что, допустим, по Верхоянску сейчас прокуратура работает. Они вообще просят нас тоже там особо в детали не вникать, чтобы, ну, может быть, как-то не испугать там муниципальный район. Почему вы тогда созвали пресс-конференцию, если вы не оглашаете никаких деталей? И на что были направлены вот эти миллион с чем-то денег в Батагае? Вы говорите, нецелевое расходование. Они были направлены на объекты, там кафе было построено в Батагае в самом, да. Там есть вопросы к стройматериалам, которые были использованы при строительстве скульптур там, и так далее, да. То есть они считаются, то есть считает прокуратура, что там в материалах, в расчетах, короче, они были завышены, суммы эти. То есть нельзя было на такую сумму построить какие-то, ну, незначительные скульптуры. Ну, то есть материалов как бы было затрачено гораздо меньше. И само место, то есть должны были построить в Киселяхе, а построили в Батагае. То есть к этому тоже есть вопросы. То есть они же должны были построить непосредственно там, где будет хороший поток туристов. Но они этого не сделали.
То есть к этому тоже есть вопросы. Могу сказать по центру кластера развития еще, Якутия. Там сейчас сумма ущерба более 6 миллионов рублей оценивается. Да? То есть была направлена субсидия в ЦКР Якутия. Часть из нее была не то, что даже не целевым образом направлена, нету подтверждающих документов расхода. Когда даже на небольшую сумму нет подтверждающих документов расхода, изымается вся субсидия. То есть там сейчас ведется работа по возвращению 6 миллионов рублей. Ну, если мы хотим поговорить о частностях там, да? Это по центру кластерного развития. А кто был инициатором прокурорской проверки? Прокуратура республики. Да. То есть они осенью на нас вышли, и мы начали эти все факты поднимать, максимально им содействовать. Я на самом деле отвечу, почему была созвана пресс-конференция. Потому что было очень много вопросов по данной прокурорской проверке. То есть постоянно спрашивали с разных источников, какие результаты, что вы будете делать дальше. Ну, если вы считаете, что это незначительные факты, ну, для меня они очень значительные. Все-таки это была плановая прокурорская проверка? Это была плановая прокурорская проверка или не очередная? Но это была плановая прокурорская проверка, да. Можно несколько вопросов не в тему? Да, конечно. Во-первых, а вы сами были на Киселяхе? Да, но это было года, наверное, 4 назад, если не больше. Ну, вот, знаете, у меня есть большие сомнения вот, по поводу объектов на самом Киселяхе. Вот так вот просто сами для себя оцените, содержание их какое будет. Может быть, в Батагае потому и построили, что там содержание дешевле. Но согласитесь, Ну, то есть это же тут- нужно согласовывать, если деньги направлены конкретно. Я с вами согласен в этом отношении. Но вот с точки зрения, ну просто житейской, да, там есть вопросы, насколько это нарушение. Но я хотел про другое. Вот вы сказали про северную мозаику, что там у вас стоят мощные дизель-генераторы, способные там 203-й квартал обеспечить. А вам не кажется, что дизельная энергетика, она сама по себе супердорогая, и не проще ли там было ЛЭП протянуть? Да, проще. Проще. И дешевле было бы, опять же, с точки зрения содержания. Согласна, абсолютно. Да, Но это же сделано было еще в начале 2018 года, я же на это не могу повлиять уже. Теперь, ну, наверное, можно исправить, потому что даже в Нерингре сегодня солярка стоит больше 60 Я согласна, рублей абсолютно. за Это, литр. опять же, подтверждение неэффективного расходования бюджетных средств. Теперь, Они стоили на сегодняшний день, я сейчас вам даже сумму скажу, более 20 миллионов. Только вот эти вот дизельные генераторы, они стоили более 20 миллионов. теперь еще один вопрос, да, вот насчет полюса холода. Вот вы тут акцент сделали, что Эмигон у нас полюс холода. Как по-вашему? У нас 2 полюса. Верхоянск. холода, так? Как по-вашему, это проблема или окно возможностей? Окно возможностей, конечно, не нужно говорить о том, что мы должны развивать только один Эмикон. Никто об этом не говорит. То, что в Верхоянске то не менее холодно, чем в Эмиконе, мы это все прекрасно тоже знаем. И коллеги сейчас тоже с Верхоянска выходят, ну, предприниматели я имею в виду, да, они выходят с предложениями, у них тоже есть очень интересные проекты, мы тоже их будем поддерживать. Ирина Сергеевна, Виолетта Баскарова, Вести 14. Скажите, пожалуйста, а вот подобного рода предложение, которое прозвучало от Федорова, вам еще кто-нибудь делал? За 11 лет, которые я занимаюсь бизнесом, проблема коррупции стояла неоднократно. И не только в части меня, она на самом деле очень серьезная, она на самом деле глобальная даже. И я вам скажу, что один из покровителей господина Федорова лет, наверное, так 8 назад выходил на меня с подобным предложением. Ну а когда вы уже заняли министерскую должность, были предложения? Не такие откровенные, но были. А почему именно тогда вот вы на тех не заявили, а именно на Федорова? Потому что он был наиболее откровенен, то есть он вообще ничего не боялся. Абсолютно. То есть человек очень был уверен в себе.
Ирина Сергеевна, вы вот сейчас упоминали про бизнес-инкубаторы, которые у нас практически в каждом районе есть. А можете назвать хоть одного успешного товаропроизводителя, которого вышел из стен бизнес-инкубатора? Согласитесь, зачастую у нас просто там, бизнесом там, называют предпринимательство. То, что лепят, например, там, с якутской тематикой наклейки, и потом вы пишете красивые отчеты. Ну, не вы конкретно, а Министерство предпринимательства. Как вы поддерживаете красивых предпринимателей? Спасибо за вопрос. На самом деле наиболее эффективным бизнес-инкубатором является бизнес-инкубатор города Якутска. Оттуда вышла я, оттуда вышла ЛГЛГ, оттуда вышла Майтона. То есть с Майтоном вообще мы как бы одни из первых резидентов были, да? Но я не думаю, что нельзя назвать Майтону успешной. Очень много предпринимателей на сегодняшний день успешно работают. У нас очень хорошо работают школьные бизнес-инкубаторы. Одна из резидентов школьного инкубатора, да, майнская девочка, я думаю, вы о ней читали, да, она заняла первое место на взрослом конкурсе предпринимателей. Она делает мед, она делает конфеты с медовой начинкой. И я считаю, такие примеры, как раз бизнес-инкубирования, они доказывают, что инкубаторы должны развиваться. Вопрос, стоит ли их дальше строить, недостаточно ли их. Я отвечу, да, их достаточно. На сегодняшний день их более чем достаточно, потому что некоторые инкубаторы, скорее всего, в ближайшее время мы будем рассматривать на их закрытие, потому что они не приносят того эффекта, который от них ожидали. Скажите, пожалуйста, а на брифинге у Бычкова, когда, неделю назад, да, вы сами говорили, что в Северную Мозаику бизнес не приходит, потому что соответствующей инфраструктуры не было. А сейчас вы говорите, что министерство не зазывало туда предпринимателей. Как вы объясните ваши слова? С начала 2018 года вся инфраструктура там уже была. То есть все полностью была произведена уже пусконаладка. Примерно, наверное, с конца 2017 года можно было уже активно работать с бизнесом, то есть еще год назад. Потому что все уже работало, то есть вся инфраструктура была. Поэтому туда пришел почему-то только один веревочный парк. Хотя бы кейтеринг, наверное, нужно было там сделать, чтобы люди, которые в веревочном парке отдыхают, они могли покушать. Они могли, не знаю, какой-то еще объект развлечения, какую-то зону отдыха можно было сделать. Сейчас с такими предложениями выходят. Я спрашиваю, а почему? А мы, говорит, даже не знали, что там все завершено. Мы даже не знали, что уже можно туда заходить с реальными проектами. Информирования не было достаточно. Я могу сказать, что сумма вообще на мозаику была более, наверное, 300 миллионов рублей. Такая на инфраструктуру, если посчитать там полностью, да, была направлена. Сумма огромная, и то, что мы так долго не могли ею эффективно пользоваться, той созданной инфраструктурой, те бюджетные средства, которые были направлены, они долгое время были неэффективными. Они до сих пор неэффективны, то есть мы освоили же и федеральные деньги, и республиканские деньги на строительство этой мозаики, а резидентов нет. Конечно, я считаю, что это неэффективное расходование. И по тем объектам, которые там есть, вот вспомнили дизельные генераторы, да, но они там не нужны были вообще абсолютно, на самом деле, прав коллега. Достаточно было ЛЭПа там, да, и все бы работало. Но они там есть. И они стоят больше 20 миллионов рублей. И все это время тратились большие деньги на поддержание работы этой инфраструктуры. В среднем это более 6 миллионов рублей в год. Просто чтобы охранять, просто потому, чтобы эта инфраструктура вся была в рабочем состоянии. Это же тоже затраты. Я не знаю, может, я рассуждаю, конечно, как предприниматель, но для меня каждая копейка – это очень важно. А тут миллионы, десятки миллионов. Ирина Сергеевна, газета «Якутия», Ходулова. Но я не прокурор, конечно, не могу ставить там какие-то уже выводы делать, но вот как освещала я предпринимательство, и, прозвучала цифра, что на Северную Мозаику выделялись 780 миллионов. И когда приезжала вот эта федеральная комиссия проверять, куда исчезли деньги, они их возили по уже готовым объектам, например, на усадьбу Атласовых, допустим.
Хотя это к Северной мозаике не Я относится. с ними тогда не ездила, поэтому... Да, не могу но сказать. это было при Екатерине Ивановне. Из тех средств, которые были туда направлены, и в совокупности, если, да, там не все средства были направлены на создание инфраструктуры. Ну, вы должны это понимать, да? И не все средства неэффективно были туда реализованы. Я говорю именно о тех объектах, которые у нас сейчас там есть, которые работают, на которые шли затраты по поддержанию именно. Потому что тот же пруд-накопитель, допустим, он требует к себе там достаточно трепетного отношения. Там, да? А объекты очень дорогие, их нужно охранять, это тоже деньги. 700 с лишним миллионов, ну, сумма на самом деле направленных средств туда была немного меньше, но тоже большая в совокупности. Это была прямая трансляция с пресс-конференции министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирины Высоких. Оставайтесь с нами.